Слово для выступления предоставляется представителю центра судебного представительства Дин Мухаммету Кенешбаевичу. Уважаемые судьи, изучив ходатайство истцов, Центр судебного представительства выражает свою позицию, которая заключается в том, что согласно части 1 статьи 3 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики установлено, что лицо, совершившее правонарушение, подлежит ответственности на основании в порядке определенного положения настоящего кодекса. Как вам известно, уважаемые судьи, по Первомайским районным судом города Бишкек было вынесено постановление, основанием которого послужило нарушение статьи 126 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. В связи с этим, уважаемые судьи, согласно статье 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, постановление суда об аресте приводится в исполнение немедленно после его вынесения. Также, уважаемые судьи, хотелось бы отметить, что согласно части 1 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики, каждый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установленном вступившим в закону актом суда. В данном случае имеется вступившее в силу постановление Первомайского районного суда от 24 марта 2022 года. Учитывая вышеизложенное мною, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, регулирующий оспариваемую сферу правоотношений, противоречий с Конституцией Кыргызской Республики не имеет. Закончил. У вас есть вопросы? Обращаюсь. Да, уважаемый суд, у меня есть вопрос. Уважаемые представители, вы сказали, что данная норма не противоречит нормам Конституции, так как в конкретном случае, который мы указали в ходатайстве, постановление суда вступило в силу. Я вас правильно услышала? Да. Так, здесь мы как раз и говорим о том, что постановление оно не вступило в законную силу, и сегодня, 24 марта, было вынесено постановление, а 25 марта, то есть на следующий день, несмотря на то, что гражданин подал апелляционную жалобу, постановление было исполнено, и его заключили под арест. Речь об этом. Как вы можете ответить на мой вопрос? Я просто не поняла вашу логику. В силу статьи 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях постановление суда об аресте приводится в исполнение немедленно. Уважаемые представители, а как же тогда часть 6 статьи 539 Кодекса о правонарушениях, где также говорится, что постановление по делу о правонарушении вступает в законную силу по истечению срока на обжалование, если оно не было обжаловано. Скажу вам больше, в случае, который мы указали в ходатайстве, постановление было обжаловано в день же его вынесения. Но оно должно же в силу статьи 566 немедленно исполниться же, правильно? Хорошо, я вас услышала, спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов нет. Сторона ответчик, есть у вас вопросы? Вопросов нет. Вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? Присаживайтесь. Спасибо.